На 6 утра сегодня минус 16,3. Более серьезная температура. 29 марта, вроде бы как по всей России, европейской части весна. У нас приличный морозик для весны. Поэтому все лужи позамерзали. Но по плану фикса у нас зимняя охота закрылась в конце февраля. Весенняя еще не наступила, до нее еще месяц. Поэтому развлекаемся, проверим самодельные рябчиковые свистки, которые дядя Валера сделал. Вот это да. Я уже распрощался со своим термосом. Он целый. Этот, походу, я у дяди Валеры взял. А этот я оставлю пока. На этом ковыльке уже звать. Ни хрена себе. Ну что, едем дальше? Ну, сейчас моя задача, летом тут я пропилил спуск на следующее болото, чтобы доехать, куда мне надо, до ручья. Так, ну что, ищем спуск. Осталось проверить, нас тут сохранился или нет. Проверим. Залез без труда. Первым делом надо проверить снег в этом лесу. Проваливается или нет. О, лучше с лыжами. На всякий пожарный. Так, а еще лучше. Где мои свистки? Свистки доставать. Первый пошел. Второй пошел. Валерий Батькович у нас что под руку попадет, из того и свистки делает. Так, это из чего он сделал? Из консервной банки. Из жестянки консервной банки. Сейчас по порядку проверяем. Конструкция. Ну. Что-то я, кажется, пока в кармане таскал, погнул немножко. Так, а это из чего? Из ручки, что ли? Из ручки и гвоздя. За самку, что ли? За самку, пойдет. Так, ну что, ходячая охота отличается, в принципе, от сидячей из-за снегохода. Это мы оставляем. Учитывая, что сегодня прохладно, поэтому это одеваем. Что нам мерзнуть? Ну, я готова. Шапку поменяем. Ну, вот сейчас, можно сказать, готово. Идем вдоль бугра. Ну что, свернем к бугру. Ручей и пойма ручья. Шикарные бугорочки. Пейзаж, конечно, шикарный. И березки немножко есть. Так, где-то дятел. Ну, весна приближается. Идем дальше. Но это весенняя трель дятла. Точно весна.
Пускай еще снега по колено. Заяц пробежал, когда была оттепель. Интересно, а это что за след? Явно прошел в оттепель, когда днем у нас плюсовая температура стояла, продавливала. Для рябчика крупноватый, для глухаря маловатый. Тетев, что ли? Что ему в соснах делать? А? Столовая дятла. Кромсал тут шишки. Где-то там нашел место. Засунет шишку и долбает семена. Еще заяц пробежал. Так, пошел ельник. Какие-то следы белки. Ручей закончился, дальше снова большое болото. Туда мы не пойдем. Тут какая-то колея, практически машины. По нему, что ли, выйти, сходить, посмотреть. И снова след зайца. На прошлой неделе у нас днем стояла плюсовая погода. В это время и бежал. Проваливался. Заяц развлекался. С нижней ветки наклоненной березы обгладывал. Для него это вкуснятина. Зайчих следов, можно сказать, тут навалом. Все избегали. Где вы раньше редиски были. А вот это, похоже, несколько дней назад рябчик был. Так, ну это след не бурани, это мотособакой, похоже, ездили. Из болота на болото. Да еще пас какой-то повесил. Снег под лыжами хрустит сильно. А это что за след такой интересный? Ни хрена себе. Это что, коян-пу? Пу по коме дерева. Коян — это там, где глухарь, короче, разбрасывает свои какашки. Это он выбирает себе дерево, где будет таковать. И вот отмечает его. Так, интересно. Тогда это, в принципе, тут пройтись так не один, наверное. Только снег упадет, сюда хрен дойдешь. Далековато. Ладно, идем в сторону снегохода. Время без 5:12. Солнце там, значит, примерно юг там, север. На дорогу выходить в ту степь. А там что такое? — 29 марта. Глухарь метит свои коян-пу. Ну-ну. Опять заяц пробежался. Такие лапы широкие, как у слона какого-то. Идти по этой дороге мне дня не хватит. Мне все-таки надо в ту степь. Поэтому в ту степь и пойдем. Вот буранная дорога. Я вот по этой буранной дороге иду. А вот зайцы обнаглели. Бегают прямо по дороге. О, зажарился. Ходить нельзя даже по такой легкотне, как Наст. Ух, блин, не холодно. Можно сказать, жарко. 5 секунд перекур. Солнце-то продолжает жарить. Прилично старый, но очень похожий, что глухариный след. Условно, топтался тут. Много мелких сучков валяется с этого дерева. Посидел, что ли, там? Так, это что? Весна так на них действует? Ходили тут явно. Ура! Дошли! Ну, перекур.
Я тут кружок сделал, короче, я твои свистки испытал. Вот этот с ручки худо-бедно свистит. А вот этим ты вчера показал с жестянками, а у меня, блин, образования так и не хватило. Не получилось свистеть. Слушай, ну-ка скажи, сейчас 29 марта, Коянпу, глухари чертят вообще, така отмечают? Должны в марте, не знаю, как в начале, но середины точно. Я, по-моему, один ток нашел. Ну, наш после мартовских оттепелей первый сорт всегда. Он в лед практически превратился, блестит. Приехал. Так, ну как считать, удачный поход или нет? Изначально поехал, думаю, рябчиков посвящу, поснимаю. Не удалось. С другой стороны, вроде как глухарный ток нашел. Тоже неплохо. Ладно, победила дружба, будем считать. Это точно затаковал. Весна все-таки.